В таких условиях семья Дидиговых живет последние 10 лет. Сырость здесь в каждой комнате, и даже воздух ею пропитан. Отопления нет, одна старинная печка греет только 2 комнаты. Дидиговы – вынужденные переселенцы из Чеченской республики. После приезда какое-то время жили в вагончике в Гамурзиево, потом построили дом. Но и он очень скоро стал особняком для легочных болезней. Алихан часто просит сестру побелить стены, но уже через несколько дней грибок проявляется, и замазанные стены начинают сыпаться. Мама Алихана Петимат в этом доме заработала себе воспаление легких и практически все время проводит в больницах. Поэтому Алихан решил поставить вагончик во дворе, чтобы родные не болели из-за сырости. Чтобы избавиться от сырости, необходимо сделать облицовку дома, провести отопление и поменять крышу. На все это средств у Дидиговых нет. А у Алихана нет возможности их заработать, так как он один воспитывает больного сына. Мальчик после аварии 3 года назад чудом выжил, но получил множество травм. Отцу приходится постоянно быть рядом с ним. О том, в какой ситуации находится семья, наша съемочная группа узнала на очередном выезде, где Алихан помогал другой, такой же малоимущей семье построить дом. Наша телерадиокомпания решила протянуть руку помощи. Более 5000 кирпичей высшего сорта Нестеровского кирпичного завода привезли Дидиговым для облицовки дома. А поспособствовал такой помощи Бекхан Арапиев. Он подарил Алихану 1500 кирпичей. Остальное – подарок от коллектива НТРК «Ингушетия». Сам кирпич отличается качеством и долго прослужит семье. Помочь облицовать дом уже обещали родственники и соседи. В такой ситуации хочется отметить, что каждый выезд журналисты пропускают через себя. Стараемся хоть как-то помочь нуждающимся. Где-то словом, а где-то делом. И, возможно, Дидиговы очень скоро вдохнут новую жизнь в старый дом. А глава семьи даже обещал пригласить нас на чашку чая. Лейла Гайсанова, Гапур Чахкиев, Новости 24.